Сегодня мое сердце разрывает история Павлика Морозова наших дней, которого зовут Мария Машкова. Она дочь народного артиста Российской Федерации, режиссера и художественного руководителя театра Олега Табакова Владимира Машкова. У Марии разные взгляды с отцом на специальную военную операцию. И она, находясь в Соединенных Штатах Америки, написала в адрес своего родителя такие слова. «До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там поплачем, обнимемся и скажем, а что мы могли». А в интервью иностранному агенту Юрию Дудю дочь и вовсе публично предала родного отца. Я хотела сказать, что я не согласна с папой. Я считаю, что то, что он сейчас поддерживает, это подлость. И то, чем он сейчас занимается, это подлость. И то, как он позволяет себе общаться с людьми, это подлость. Но при этом я его очень люблю. Это мой папа. Ну вот так вот бывает. Я не могу согласиться, так не бывает. Предавать человека, которого любишь, это чудовищное насилие, прежде всего, над собой, над своей личностью. Это акт саморазрушения. Не имеет права Мария Машкова судить своего отца. Не читала она Тургенева, который в романе «Отцы и дети» сказал, что сын отцу не судья. Я представляю, как Владимиру Машкову сейчас тяжело. Тяжело, когда предают, но еще тяжелее, когда нож в спину вонзают те, кого любишь. Что скрывать? Скорее всего, именно благодаря Владимиру Машкову его дочь, скажем мягко, не имея особо яркой внешности и огромного таланта, стала звездой российских сериалов, добилась на родине успеха. Можно иметь разные взгляды, можно не во всем соглашаться с родителями и об этом говорить им. Но публично судить родного человека за его убеждения, сулить ему Гаагский трибунал, доносить на родного отца – это безнравственный, нечеловеческий поступок, которому нет оправдания. В основном законе нашей страны, в статье 51 записано: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Это мать, отец, дети. И среди 10 христианских заповедей вместе с «не убий, не укради», как известно, есть заповедь «почитай отца твоего и мать твою». Как будет дальше существовать с тяжким грузом предательства родного близкого человека Павлик Морозов нашего времени Мария Машкова? Не знаю, но я уверен, что это предательство будет разъедать ее душу серной кислотой. Как вы думаете, есть ли у современных Павликов Морозовых путь спасения? Мне кажется, единственный, как у библейского блудного сына: упасть на колени к ногам отца своего и молить его о прощении.